Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюрех объявляет сбор средств в помощь Алквиады Ивановой, 1999 года рождения, на срочное оперативное лечение в клинике город Сеул. Диагноз – новообразование тела L5 позвонка с интраканальным и экстравертебральным ростом. Чтобы помочь Алквиаде, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Алквиаде вместе! В последнее время возросло количество детей с тяжелыми психоречевыми нарушениями, которые остро нуждаются в социализации в недомашней обстановке. Такие особенные детишки не имеют возможности посещать муниципальные дошкольные учреждения, а детей школьного возраста отправляют на домашнее индивидуальное обучение, которое не учит детей находиться в обществе. Для устранения данной проблемы абилитационный центр «Особый ребенок» запустил в городе Якутске новый центр «Вырастайка», где работают группы дневного пребывания. Проект реализуется в рамках народного бюджета. В новом центре ведется работа в 3 группах – дошкольники, школьники младшего и старшего звена. Группа дошкольников, они учатся приобщаться к обществу, к друзьям, привыкают общаться с друг другом. Некоторые дети вообще никогда не ходили в детские сады, поэтому для них общество – это выход в свет для развития. И для мам тоже остается некоторое время для личного времени. Дети младшего школьного возраста, у них есть группа определенного дня. То есть они после школы приходят в группу и выполняют домашние задания. У них и лексикотека, и логарифмика. В общем, они развиваются дальше после школьной программы. Группа взрослых детей, у них занятия идут по социализации. У них навыки бытового самообслуживания. Они еще ходят по общественным местам. И у нас, так как здесь в этой квартире есть кухня, они еще могут заниматься приготовлением еды. Занятия в группах проходят 2 раза в неделю по 3 часа с педагогами-логопедами. Таким образом, у родителей появляется возможность уделить время себе и для решения насущных проблем. Первого сентября благотворительный фонд Харасхал провел акцию «Добро в руках». Идея акции проста – ограничиться одним подарочным букетом от класса для учителя в День знаний. Вместо покупки множество букетов. По итогам акции на часть собранных денег Харасхал приобрел сенсорные модули для центра «Вырастайка». Дети с удовольствием играют. Это сенсорные навыки, которые можно развить не только именно в этой группе, но и дома. Мы благодарны горожанам, что присоединились к такой акции и подарили радость детям. Подробную информацию о центре «Вырастайка» и записи вы можете узнать по телефону 8 41 12 32 05 08. Жизнь для людей с инвалидностью вовсе не должна быть неполноценной. Зачастую достигают такие люди с особенностями развития здоровья гораздо больших успехов, чем их абсолютно здоровые сверстники. Десятки историй борьбы с обстоятельствами и их триумфального преодоления были перенесены на большие экраны. И особенно ценно то, что многие из них основаны на реальных событиях. С радостью представляем вам новую рубрику «Кино о людях с сильным духом», где мы будем знакомить с самыми жизнеутверждающими фильмами о людях с инвалидностью. Итак, поехали! Вселенная Стивена Хокинга. Стивен Хокинг, наверное, самый известный из ныне живущих физиков нашей планеты. Однако свои потрясающие научные открытия он сделал, будучи парализованным из-за бокового амиотрофического склероза. Байопик рассказывает нам о самом начале карьеры ученого. В какой-то момент врачи диагностировали, что юноше осталось жить около 2 лет.
После просмотра фильма Стивен Хокинг отправил режиссеру Джеймсу Маршу письмо, в котором отметил, что был в шоке от актерской игры Эдди Редмейна, изобразившего его. В некоторых моментах Стивену казалось, что он видит на экране самого себя. В фильме продемонстрирована борьба Стивена Хокинга с недугом. Немаловажную роль в этой борьбе сыграла жена гения. Она помогла ему пережить постепенный паралич, потерю речи и множество сопутствующих трагедий. И даже несмотря, что пара в итоге рассталась, кино доказывает, насколько важно присутствие близких в жизни людей, которым приходится преодолеть болезнь. «Человек дождя». Фильм уже давно стал классикой мирового кинематографа. История безответного повесы, который понимает, что после смерти отца почти все наследство отходит его больному аутизмом брату Раймонду. Конечно, ни о каких родственных чувствах речи поначалу и не было. Раймонд был для Чарли просто умственно отсталым человеком с инвалидностью, обузой, человеком, которого можно забрать из интерната и взять в заложники ради денег. Но неожиданные совместные приключения меняют братьев. К слову, чтобы подготовиться к роли, Том Круз некоторое время проработал санитаром в больнице для аутистов. Впечатляющая игра актерского дуэта Дастина Хоффмана и Тома Круза, захватывающий сценарий, настоящий драматизм отношений. У этого кино много достоинств. А в душе я танцую. Диагноз главного героя Майкла – церебральный паралич. Почти вся его жизнь прошла в инвалидном кресле в интернате среди больных людей. Но ситуация полностью меняется, когда новым пациентом заведения становится неунывающий Рори О'Ши. Он почти обездвижен из-за мышечной атрофии, но все равно старается жить полной жизнью. Это знакомство открывает для Майкла уйму новых возможностей. Друзья решают добиться самостоятельного проживания и покидают интернат. Ходят на вечеринки, знакомятся с девушками. Новый виток в жизни героев начинается благодаря сиделке, на роль которой парни выбирают очаровательную блондинку. Кстати, история с появлением в жизни парализованного человека здорового компаньона, меняющего его жизнь к лучшему, также показана в фильме «1+1» и в романтической версии подобного сюжета «До встречи с тобой», о которых мы также расскажем в ближайших выпусках. Мы обязательно продолжим знакомить вас с вдохновляющими кинокартинами о людях с инвалидностью. Сегодня мы презентуем новую рубрику «Телеофис». Тема каждого выпуска будет посвящена конкретному вопросу для улучшения жизни человека с инвалидностью. На ваши вопросы будут отвечать ведущие специалисты государственных и бюджетных организаций. Тема сегодняшнего выпуска – как человеку с инвалидностью бесплатно получить средства технической реабилитации. Средства технической реабилитации – это общее название средств для облегчения повседневной жизни людей с инвалидностью и с другими ограничениями жизнедеятельности. В перечень средств входят специальные средства для самообслуживания, для ухода, для ориентирования, общения и обмена информацией, средства для обучения, образования и занятий трудовой деятельностью, протезные изделия, тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь. В России предоставление технических средств реабилитации людям с инвалидностью бесплатно за счет средств федерального бюджета. Чтобы получить данное средство реабилитации, вам необходимо обратиться в территориальный фонд социального страхования. Когда гражданин проходит медико-социальную экспертизу, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации. И что там прописано, технические средства реабилитации, которые положены конкретному гражданину. Для этого после установления инвалидности с индивидуальной программой реабилитации и абилитации гражданин может подать документы. Заявление на получение ТСР оформляется на месте, то есть ФСС, по утвержденной форме. Также вы должны предоставить следующий пакет документов. Документ, удостоверяющий личность. Для детей до 14 лет свидетельство о рождении, индивидуальную программу реабилитации, а также СНИЛС. Если ТСР уже приобретено, то вы можете подать заявку в ФСС на возврат средств. Для этого нужно предоставить вышеперечисленный пакет документов плюс приложить товарный и кассовый чек. Заявление вы можете подать несколькими путями. Подойти в территориальный фонд социального страхования,
Обратиться в центр «Мои документы», отправить заявление почтой или через уполномоченного, который есть в каждом районе Якутии. Срок рассмотрения заявления разное, но самое удобство – средство будет доставлено вам на дом. Не стоит забывать, каждое средство выдается на определенный срок и подлежит замене. Например, если вот слуховой аппарат у нас раз в 4 года, кресла-коляски тоже начинаются от 4 лет, 5 лет, вот там тоже по видам делится, да, поэтому есть определенные сроки. Но абсорбирующее белье, вот эти подгузники, памперсы, они выдаются на 1 год. Телевизор вот мы выдаем, да, потом сигнализатор, у них тоже есть определенные сроки. Вот если когда срок подходит, то они могут подавать нам этот заявление на обеспечение. Досрочная замена может быть, пишет заявление на медико-техническую комиссию. У нас в фонде тоже есть прямо специальным приказом медико-техническая комиссия. И на определенный, вот он пишет, что сломалось, да, ну вот бывает эти кресла, коляски, они сроком даются на 5-6 лет, да, вот эти бывают эти чаще, да, чаще слуховые аппараты. В таких случаях мы проводим медико-техническую комиссию на основании заявления, и комиссия решает или подлежит к ремонту, такой у нас тоже может быть, да, или это досрочная замена. В случае, если ваше средство пострадало в пожаре или его украли, то вам досрочно выдадут новое. Если у вас еще остались вопросы по получению технических средств реабилитации, можете позвонить на горячую линию Фонда социального страхования. Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах-Сюрех объявляет сбор средств в помощь Алквиады Ивановой, 1999 года рождения, на срочное оперативное лечение в клинике город Сеул. Диагноз – новообразование тела L5 позвонка с интраканальным и экстравертебральным ростом. Чтобы помочь Алквиаде, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Алквиаде вместе!